Происходящие события в Гагаузии 18 октября буквально заворожили внимание всех жителей нашей страны. Приезд президента Турции Реджепа Эрдогана жители Гагаузии встретили с большой теплотой. За всю историю Гагаузии гость такого высокого ранга приезжал только один раз, почти 20 лет назад. В 1999 году к нам приехал Сулейман Демирель, а спустя еще почти 20 лет Буджакская земля вновь приветствовала высоких гостей из Турции во главе с президентом. О том, какие впечатления сложились о визите турецкой делегации, мы поговорим с гостем в студии АТВ, с лидером Народно-патриотического союза «Девлет» Николаем Додогло. Добрый день. Добрый день. Николай Харламович, нельзя не отметить, что день 18 октября войдет в историю Гагаузии как историческое событие, да? Вот как вы оцениваете приезд такого высокого гостя? Знаете, мы очень ждали этот день. Мне так посчастливилось в жизни, я 2 раза встречался с Эрдоганом 5 лет назад в Сакарии, будучи еще заместителем президента Союза муниципалитетов Тюркского мира. Ну и дополнительно в прошлом году была большая делегация во главе председателем парламента Андрея Наканду, где был включен председатель Народного собрания, и мы встречались в Анкаре с премьер-министром, председателем парламента и президентом. И скажу, оба раза я господина президента приглашал в Гагаузию и скажу, что оба раза он довольно-таки очень так воодушевленно говорил, что обязательно наши турецкие братья, мы обязательно к вам приедем, давайте вот мы закончим наши проблемы, внедрим проекты, закончим, приедем открывать. Все это было замечательно. Ну вот долгое время, не только я и прошлый Башкан, и председатели Народного собрания, и все депутаты, все приглашали. И вот наконец-то, как говорится, это сбылось. Приезд Эрдогана все ждали, и скажу, что этот день действительно останется в памяти не только жителей Гагаузии, но и всей республики, потому что Эрдоган приехал не только в Камрат, но приехал и в Кишинев, и был принят всеми первыми лицами. И я вчера был в Кишиневе, был на передаче «Праймс», и тоже об этом все говорили, что действительно это была замечательная поездка, потому что Молдова сейчас довольно-таки очень усиленно свои отношения улучшает с Республикой Турция, идут большие инвестиции, товарооборот меняется, потому что был заключен договор о свободной торговле между Молдовой и Турцией, и это здорово. В Камрате я скажу, что я могу отметить то, что как и раньше, так и сейчас. Турция наверняка отличается от всех, потому что Турция никогда не вмешивается в политику. Да, она никогда не вмешивается в внутренние дела. Нас. Кто бы ни был в руководстве, без разницы, кто с какой партии, она всегда помогала. Я вспоминаю даже будущие времена, когда я был примаром города, это довольно-таки длинный срок, 12 лет почти. Скажу, мы внедряли очень много различных проектов, и еще тогда я заметил, что Турция, главное, что это жители Гагаузии, что мы одной крови, и Турция, как старший брат, она во всем мире помогает не только Гагаузии, а всем тюркским народам, и, в принципе, для этого открыто агентство ТИКа, которое выполняет. Поэтому сейчас приезд Эрдогана, как мы и предсказывали, это перезагрузка на следующие проекты. И Эрдоган сказал, что то, что было уже сделано, открыли, это хорошие объекты, строительство детского садика, окончание ремонта, значит, дома культуры, дома творчества, это корпус больницы, это дом престарелых в Чадарунге и другие проекты. Но сейчас взят еще более, как говорится, больше обещаний. То есть будут еще проекты да, реализовываться? Ну вот смотрите, давно, и об этом Эрдоган говорил на площади, присутствии всего населения Гагаузии, более 5000 человек, наверное, там было, что в Вулканештах закончился наконец-то проект, все документации, проектно-сметная документация готова, начнется проведение водопровода. Ну, конечно, давно ждали это, потому что, если помните, давно у нас был проект Камрат-Чадарунга, выделялись 15 миллионов тогда долларов, ну а Вулканешты остались. Поэтому первым делом начнется строительство водопровода, хорошая питьевая вода для Вулканешт. Камрат тоже, как говорится, в стороне остался. Камрату обещано, что будет строительство большого спортивного комплекса с кортами, со стадионами, для борцов, для боксеров, для волейбола, для всех видов спорта, значит, отделение, где мы сможем действительно, как говорится, тренировать наших детей. Это здорово. Давно назрел такой момент. Я помню, прошлый Башкан старался внедрить проект при помощи поддержки Азербайджана, ну что-то там не получилось. Ну а теперь Турция обещала. Также готовится к Камрате строительство нового лицея, значит, турецкого лицея.
который тоже будет очень современный. Поэтому все эти проекты, которые сейчас обещаны, конечно, будут выполняться. Президент сказал и об этом, что обязательно откроется и консульство. То есть мы видим, что налаживаются отношения со всех сторон. И скажу, что вот этот тандем хорошей работы и с молдавскими властями, что он встречался и с председателями парламента, и президентом, председателем, значит, правительства. Вот эти отношения, которые турецкий президент постарался и для Гагаузии чисто политически тоже решить какие-то вопросы. И он сказал на площади, что дружба между Молдовой и Турцией, мостик, это Гагаузия. И Кишинев должен знать, что пока Гагаузия дружит с Молдовой, дружит и Турция. А вот в своем выступлении президент Турции отметил, что он давно хотел приехать к нам в Гагаузию, он ждал даже эту поездку более 16 лет, да? От всех жителей Турции он передал нам привет. Вот как вы считаете, вот достойно Гагаузия встретила такого гостя? Я считаю, что очень достойно мы встретили, потому что даже если у нас были какие-то внутренние проблемы, и скажу, без сюрпризов этот день, конечно, не обошелся, но никто не показал турецкой стороне, что у нас есть какие-то проблемы, да? Что действительно все постарались, все политики постарались, что наши внутренние проблемы не раскрывать, и прием был действительно исключительно хорошим. Но вот чуть-чуть коснулась этой темы, я скажу, что да, без сюрпризов не обошелся этот день. Если я сказал, что молдавская сторона, турецкая сторона и господин президент Эрдоган не вмешивался в политику и старался даже в своем выступлении отметить, что даже будут будущие у нас выборы, постарайтесь быть едиными. Наказ как бы Республики Молдова, что те законы, которые давно уже об этом говорятся в программе, чтобы они принялись, чтобы они усилили статус Гагаузии, то скажу, что наша молдавская сторона, даже в лице президента страны, ну, они как-то захотели приезд Эрдогана приватизировать. И это попадать как какой-то предвыборный их трюк. Потому что президент Молдовы... Чисто их заслуга, да? Да, во-первых, как-то это чисто их заслуга, хотя все политики Гагаузии приглашали Эрдогана и долго ждали. И на площади неожиданно для всех... Я думаю, что и жители Гагаузии тоже ждали. Не, ну я скажу, что когда Додон выступил, сказал, что на прошлых выборах Эрдоган поддерживал Башкана Гагаузии, я был тоже на площади, и очень многие начали улыбаться. Мы все же помнят, что поддержка Башкана, это была пророссийская Башкана, а не турецкая поддержка. И в целях и будущего, конечно, президент пытался, ну, всем, значит, сделать все возможное для того, чтобы использовать из этой поездки Эрдогана какую-то выгоду для партии социалистов. И скажу, что и были такие моменты, что приезд высокопоставленных гостей, которые должны посетить Гагаузию, в Кишиневе встречает наше руководство. И впервые было так, что встречать Эрдогана поехал Башкан с заместителем председателя Народного собрания. А где же председатель Народного собрания? Но еще больше сюрпризов. А в чем причина, почему председатель не вот поехал? еще больше сюрпризов было, когда уже Эрдоган приехал в Камрак, и неожиданно, значит, автомобиль председателя Народного собрания не дали выехать даже с гаража, потому что встречает Эрдогана только Башкан Гагаузии. Мы видели, что когда президент прилетел, очень много было гостей из Гагаузии, начальники управления, но потому что почему-то не было места для председателя Народного собрания. Еще больше удивления, по-моему, для всей Гагаузии это было то, что на сцену не пригласили выступать и поздравлять председателя Народного собрания. Выступил президент Турции, Молдова, Башкан, а где же председатель Народного собрания? Ведь у нас в Гагаузии оно заведено, и все эти 24 года, любой приезд, любого какие бы отношения не были. Какие бы отношения не были между Башканом и председателем Народного собрания, эти вещи, ну, традиционно всегда выступали, как говорится, и председатель Народного собрания, и Башкан. Вот здесь мы почувствовали, что, погодите, что-то не то. Ну, а я скажу... А турецкая сторона почувствовала вот это вот отношение? Я разговаривал с многими турецкими, кто с Турции приехал, но мы старались, чтобы они до конца и не поняли. Да? Они, в принципе, как-то недопонимали, какой протокол. Потому что в Турции тоже есть протокол, и они как согласно плану, то и выполняется. Но в наших интересах было, чтобы Турция как бы и не даже заметила наши внутренние проблемы. Но я скажу, что, по-моему, пресса вся заметила, что что-то не так. Потому что фактически прессу Гагаузии разделили на две части. Да, мы это заметили. Вы заметили это? Вы наверняка тоже попали в тот список, который... Конечно, даже независимо от того, что мы были аккредитованы, на площади наших журналистов не пустили на съемки. Ну, уже я заметил и ГРТ, и другие тоже, да. Значит, компании, которые ладно, действительно... мы общественный канал уже просто обязаны были. Ну, я скажу, что даже лично о себе, что, ну, в принципе, я с Турцией давно дружу, и
на 11 лет я являлся заместителем председателя Союза муниципалитетов Тюркского мира. Я знаком со всеми руководителями Турции. И буквально неделю до этого я был в Турции, встречался с советником Эрдогана. И некоторые вопросы продвигал для того, чтобы оно было повестки дня. Для того, чтобы Турция, приехав, знала в некоторые моменты, что нужно в дальнейшем делать, потому что и строительство спортивного комплекса, и строительство, значит, корпуса да, у нас море проблем. Корпуса для народного собрания. Эти проблемы, которые мы через советников проталкивали. И в этот день, естественно, что как и я, и многие другие, мы вышли для того, чтобы встречать Эрдогана. Я скажу, если вы видели, как меня опекали члены исполкома, они меня за руку держали, чтобы я не подошел к Эрдогану. В тот момент, когда я подошел уже, как говорится, на вытянутой руке, чтобы поздороваться с президентом, меня двумя руками начальник управления господин Влад подтягивал в сторону, чтобы я не поздоровался с президентом. Такого в мире не было. Это я считаю, что наш Башкан, это сумасшествие. Какая разница, кто здоровается или желает добра, или благодарит то, что приехал президент, которого мы все ждали. Все-таки это этикет какой-то. Поэтому я считаю, что здесь перегнули палку, чересчур хотели приватизировать, что вот конкретно вот приехал президент, вот поддерживать вот какую-то вот часть Гагаузии. Ну, а турецкий президент, конечно, даже в своем выступлении Эрдоган на площади, он выступал более 30 минут, он один раз упомянул, как говорится, Башкана, естественно, что речь когда обращался к Башкану, естественно, он назвал по фамилии. Он говорил и про депутатов, про все. И я считаю, что вот это вот с каким душой говорил Эрдоган, наверняка это и останется в памяти. И это скажу, что пример и нашим землякам из Гагаузии, и нашим молдавским друзьям, что, ребят, когда приезжают гости, давайте мы гостей встречать, и действительно с душой встречать. Показывать полную гостеприимность. Да, потому что это была целая игра. Я говорю, как я же видел даже по депутатам Народного собрания. Одних депутатов Народного собрания пустили на встречу с Эрдоганом, а других нет. На площади мы встречаемся с депутатами, они говорят, а нам сказали, что вы там должны флажки держать, смеются. Ну как такое может быть? Раскол идет. Ну, я не хочу, чтобы на этой ноте мы, как говорится, на эту тему заканчивали этот разговор. Я говорю, что я думаю, что на эту тему будет еще много у нас разговоров, но президент Турции несколько раз вот с площади назвал жителей Гагаузии гёкагузами. Да. Вот, а также он отметил в своем выступлении, что они с президентом Молдовы, с Башканом, нашли какое-то соглашение по укреплению полномочий Гагаузии. Вот мне интересно, что вот это означает? Ну, у нас же есть 3 закона, которые в парламенте уже несколько лет подготовлены была совместная группа молдавских и гагаузских депутатов, которые в парламенте не было проголосовано. Речь идет об этих законах. Но кроме этого есть еще очень много других проблем, которые, естественно, что мы должны использовать этот приезд, потому что мы поднимали и митинги мы делали о потере наших полномочий, деконцентрированных служб, и отмене законов Народного собрания, о патенте, о налоговой свидетельстве, еще много-много другое. Поэтому вот приезд Эрдогана, может быть, для молдавских властей будет вот таким маленьким толчком, что они все-таки услышали нас. Потому что у нас не появились, а были и есть такие союзники. Но хочу сказать, что по приезду Эрдогана, давайте мы уберем все шероховатости, без этого наверняка не бывает, тем более скоро выборы, и, к сожалению, политики пробуют использовать это в своих интересах, но если мы коснемся конкретно только поездки Эрдогана, конечно, это было замечательно, это было здорово, и приезд большой делегации, и то, что наши люди и вышли, и встречали, и дети, да, сложно было, мы долго ждали, но это здорово, это и останется. Вот еще один вопрос, хотела бы ваше мнение узнать. Вот президент Молдовы тоже заверил со сцены, что он сделает все возможное, чтобы укрепить полномочия Гагаузии. Вот как вы думаете, это в его силах или это просто были сказаны слова с высокой трибуны? Ну, знаете, я лично голосовал на выборах президента за Додона. И вся наша организация, мы все вышли, поддержали. И скажу, что наверняка вот дополнительно 17 тысяч голосов во втором круге выбора президента, это были голоса, конечно, нашей команды. Но я вам скажу, все, что обещал господин президент Додон, абсолютно ничего не выполнил. Так. И сегодня, когда он говорит, что будут какие-то вопросы решать, ну,
Конечно, мы это слушаем, надеемся. Но я был в парламенте, когда проголосовали за эти законы, и я скажу, я тогда выступил и настаивал, что они должны приняться в том виде, как они подготавливались. Но я скажу, что партия социалистов, которую возглавляет Дадон, они просто обиделись на что-то и ушли из парламента, не поддержав нас, потому что социалисты не голосовали за эти законы. Сейчас говорить, что они что-то будут поддерживать, ну дай бог, мы никогда не были против. Но я лично считаю, что Дадон пытается еще раз, как говорится, зная доверчивых гагаузов, еще раз, как говорится, обещать и обмануть Гагаузию. Потому что приближаются у нас выборы, парламентские выборы, где, естественно, что закон изменился, и так получается, что в Гагаузии 2 одномандатных округа, кроме по партийным спискам, еще и 2 одномандатных округа, где можно, как говорится, выиграть сразу 2 мандата и получить абсолютно большое количество голосов на парламентские выборы. Поэтому и Дадон сегодня пытается, как говорится, снова стать для Гагаузии единственным, наверняка, соломинком, за что Гагаузия должна цепляться. Но я верю, я знаю, что уже абсолютно большинство гагаузов понимает, что это снова предвыборные трюки. Если мы Эрдогана встречали, и Эрдоган не приходил и резал ленточки тех объектов, которые, как говорится, благодаря Эрдогану, турецкой стороны были построены. Какие ленточки может сегодня приходить Гагаузии резать господин Дадон, который именно с поддержки Дадона, они эти проекты внедрились в Гагаузии? Покажите. Маленькие детские площадки. Где? Где вообще 4 года назад на прошлых парламентских выборах Гагаузия поддержала партию социалистов? Ничего, абсолютно ничего не сделано. Одни выступления, и я скажу, что используется башкан Гагаузии, потому что деньги идут из бюджета, который ведется работа в правительстве, и приглашается на праздники. Поэтому я не хочу много говорить о социалистах, ни о Дадоне, ни о другой какой-либо партии. Потому что я сегодня говорю не очень хорошо о социалистах, но я ни в коем случае не хвалю ни одну из партий. Гагаузия сегодня, я вам скажу, что пришел тот момент, где Гагаузия должна проснуться. Этот спектакль, в котором участвуют некоторые лица из республики и пытаются втянуть Гагаузию, этот спектакль должен закончиться. В 90-е годы я считаю, что Гагаузия пошла правильным пути, когда была не признана Гагаузская республика, получив автономию, должна была быть твердая рука и не уходить со своей пути. Все, закон о своем правовом статусе должен работать в полном объеме. И мы не должны были дойти до сегодняшнего дня, где у нас фактически урезается каждое полномочие. Еще секундочку возьмем. Да. У нас 23 числа, сейчас этого месяца, в Народном собрании, в принципе, поставил ультиматум с госканцелярии и правительства, что если Народное собрание не отменит свой закон, принятый о фиксированном налоге, о налогосвидетельствах, 24 числа, 23 стиха, 24, они подают в суд для того, чтобы отменить решение, этот закон, решение Народного собрания, отменить этот закон, где закон о патенте в Высшей судебной палате, и этот закон второй тоже подают, и 4000 человек останутся без работы. Вот у нас идут праздники, и я, честно говоря, иногда удивляюсь и нашей исполнительной власти. Они, да, это здорово, праздники, все остальное, но мы не должны забывать единой силой защищать наших людей. Но я вижу, что мы говорим одно, они говорят другое. Если мы провели митинги в Кишиневе, честно говоря, как-то прижали их в угол, и они уже готовы были сами встречаться, говорить, комиссия была, значит, то, видя, что в Гагаузии нет единства, то есть они ушли с этого переговорного момента, и я уже вижу, что они дали команду, чтобы опротестовать этот закон. Вот чего мы и добиваемся. Николай Харлампович, вот был представлен для СМИ образовательный корпус. Вы немножко коснулись этой темы, но нас, журналистов, не пустили. Мы зрителям нашим ничего не смогли показать, что же там происходило. Вот мне интересно, что это за корпус, чтобы, если вы, конечно, владеете этой информацией, чтобы чуть-чуть поделились, что будет в этом корпусе. Ну, я, все детали не расскажу. То есть как и вас, так и меня тоже не пустили на встречу, но просто я знаком с теми моментом, что этот проект не новый для Гагаузии. Будучи еще примаром, мы несколько раз даже выбирали землю, территорию, где должно быть построиться. Мы выбирали, где будет строиться? Сначала мы хотели, чтобы было на выходе в сторону Канга-Щека, искали внутри города, а сейчас место уже выделено, оно напротив озера.
напротив озера, там, в принципе, у нас есть вот сельхоз, Есть земля, да, в принципе, они, наверное, переведут его промышленную, но и там есть возможность выделить несколько гектаров земли, где построить современный лицей. Современный лицей, где должно иметь как бы свое общежитие и учебный корпус, естественно, что со спортивными площадками для того, чтобы принять детей, ну и работать, как говорится, ну, с теми технологиями, с теми вещами, которые есть и в Турции. Они просто хотят открыть новый государственный лицей. Потому что у нас есть, например... Это будет потом поддерживаться из бюджета Гагаузии, да? Если, конечно, наверняка будут переговоры, но если это будет турецкий лицей, значит, основную часть доли наверняка где-то они будут брать на себя. Но естественно, что если она войдет в систему образования нашей республики, она будет финансироваться, как согласно законодательству Республики Молдова, из бюджета государственного. И еще один момент, мы поговорим по приезду Реджепа Эрдогана. Вот момент, который меня даже шокировал, вот людей буквально запугали. На улице не выходить, магазины закрыты, туда не ходить, воду детям не давали. Вот как вот эту ситуацию, почему это так произошло? Неподготовленность властей. Я вам скажу, что, конечно, для Гагаузии это было как бы такое впервые, и очень многие как бы остались даже недовольны, что как это не выходить на улицу, закрытый магазин, все остальное. Но мы же хотели приезд такого высокопоставленного гостя. Тем более, что вы видите, что в Турции, Сирии есть проблемы, там идет война. Естественно, что в арабском мире наверняка есть очень много людей, которые недоброжелатели президента Турции. И естественно, что могли быть, ну, всякое могло быть. Поэтому естественно, что турецкая сторона предприняла, ну, все меры безопасности. Это было впервые, Гагаузия такое еще не видела. Но я не буду сейчас это осуждать, я хочу поблагодарить всех тех людей, в том числе и нашу полицию, и службу безопасности, и СИП, и те, которые участвовали в этом деле, потому что все прошло очень организованно и действительно, ну, достойно, и самое главное, без каких-то ЧП. Поэтому забудем те моменты недовольства или неудобства, которые были, но в целом, не без этого, да, не без этого. Потому что действительно мы смогли провести эту встречу на хорошем уровне. Да, я скажу, что здесь подключилась и вся молдавская, значит, и полиция, и службы, ну, все службы, которые должны быть. Потому что невозможно сказать, что здесь этот праздник проводили, например, только гагаузы. Мы же видели разных людей, разного уровня. Было несколько заслонов, отцеплений, участвовало огромное количество людей. Ну, слава Богу. В своем выступлении президент Турции упомянул имя Михаила Степановича Топалова, первого президента Гагаузии, недавно ушедшего в мир иной, да, вот, а вот я думаю, что это очень почетно и очень значимо вот такого ранга человека, чтобы упомянул. Но что наша Гагаузия делает для того, чтобы сохранить его? Действительно, для Гагаузии потеря Степана Михайловича Топала, который был первым президентом, первым и последним президентом, после этого мы уже имеем автономию, имеем Башканов, но это единственный, как говорится, президент Гагаузии. Потеря такого человека, конечно, это большая скорбь для Гагаузии. Ну, конечно, Гагаузия сегодня должна сделать все возможное, что память об этом человеке, ну, осталась в века. Поэтому я знаю, что есть предложение улицу переименовать, есть предложение памятник, значит, поставить. Есть много различных предложений. Ну, это на уровне, как говорится, местно-публичных властей, которые рассматриваются. Я думаю, что в дальнейшем будет принято. Но я, например, честно говоря, очень поддержал бы, чтобы действительно было место, ну, бульвар наверняка, место, которое бы, ну, как говорится, потому что когда сегодня в городе идет много разговоров о том, чтобы улицу Ленина переименовать. Знаете, я, в принципе, был согласен к этому, но я смотрю, очень много людей не согласны. Поэтому здесь должны искать какую-то, не знаю, середину, ну, для того, чтобы не злить людей. Но то, что первый президент заслужил все, он заслужил все. Но действительно должен быть большой памятник, для того, чтобы с поколения в поколение передавалось, и все знали, что именно этот человек был в истоках, вместе еще с теми людьми, которые были возле него, благодаря которым мы получили тяжелое время, ну, государственность, республику, потом автономию. И это должно оставаться в памяти, и мы должны, как говорится, поколение в поколение передавать, чтобы все знали, как Гагаузия образовывалась. Ведь фактически можно сказать, что эти процессы были решены без кровопролития. Это единичные случаи не только у нас, но и в Европе, и во всем мире. А может быть, было бы неплохо вот привести в порядок нашу аллею славы. У нас же есть аллея славы.
Ну, Лиз, я говорю, что этот вопрос, который мы можем обсуждать, да, можем говорить свое мнение, но это решение будет принимать Это как предложение. да, советники, это решение Через будет эфир. местной публичной власти. И я думаю, что много предложений уже есть, и когда оно будет рассмотрено. Потому что, в принципе, все, что касается топола, я поддержу любую идею, потому что я человека знал, уважал. Мы много раз, и, я скажу, было время, проводили предвыборные кампании совместно. Было разное, было очень хорошо. Были мы, говорится, на одном берегу, были на разных берегах. Ну, в политике это бывает. Но как человека я всегда его уважал. И уважаю и сегодняшний день его память. Николай Иванович, недавно в Камрате состоялась конференция по защите православия в Гагаузии и в Молдове. Что грозит православию? В чем была такая необходимость? Вы знаете, даже вчера смотрел, я читал и в Фейсбуке, потому что сегодня интернет, оно первое дает информацию. Даже в Белоруссии есть уже некоторые волнения. Значит, даже в Белоруссии, где Белоруссия это исконно ближайший партнер России, она входит в таможенный союз. Но даже в Белоруссии сегодня, я не говорю, что была белорусская церковь, но какие-то уже епископы начали говорить о том, что после Украины должно идти Белоруссия. Конечно, мы отлично понимаем, Белоруссия это сильное государство с сильным президентом, и они как-нибудь разберутся без нас, да? Но а в Молдавии, с одной стороны, у нас есть румынская церковь, да, бессарабская церковь, с другой стороны, мы видим, что украинская церковь отделяется от русской православной церкви. Что ждет Молдову? Кто может сказать, что ждет Молдову? А не получится так, что после Украины следующие этапы бурления вопроса именно в этом направлении начнутся в Гагаузии, в Молдове. Ну а Гагаузия, как всегда, это, говорится, барометр начинается именно с Гагаузии. Поэтому мы провели, значит, я считаю, что очень хорошую конференцию. Участвовало очень много руководителей общественных организаций, участвовали депутаты Народного собрания. Все высказались, все по общим решениям принятой резолюции, потому что мы за это даже голосовали, что оказать полную поддержку Русской Православной Церкви, значит, православные гагаузы полностью поддерживать и ни в коем случае не дадут возможность, чтобы в Гагаузии и в Республике Молдова были изменения. Даже если в Молдавии начнутся какие-то обсуждения, Молдова должна знать мнение Гагаузии, нашей автономии. Имея Гагаузию, которая полностью поддерживает православную русскую церковь, другого решения не должно быть. Мы одна территория. Да, мы были когда-то республика, мы согласились на автономию. Но если сегодня нас должны слышать, с нами должны советоваться, мы часть этой страны. Поэтому я считаю, что очень важно и очень вовремя мы провели эту конференцию. Мы также оказали большую поддержку митрополиту Владимиру, потому что в Минске прошел синод, где, в принципе, принималось решение, что если Константинополь пошел по такому пути, разорвать отношения. Мы поддержали нашего, значит, митрополита, который, как говорится, был тоже поддержал, потому что я считаю, что наша православная церковь должна участвовать, и чтобы не было так, что без нас могут принять какое-то решение в Константинополе или где-либо в другом месте. Поэтому я считаю, что это было очень своевременно. Депутаты Народного собрания выступали. И очень мы ждем сейчас приезд и патриарха. Да, я считаю, Когда что... планируется приезд патриарха? Насколько я знаю, 27-28. Да, и Ноября? вчера тоже Октября? считал, да, в октябре сейчас, тоже считал, что патриарх сокращает свое пребывание в республике, наверняка есть очень, мы сами понимаем, что очень много проблем, но поездка в Гагаузии сохраняется в программе, протоколе, поэтому очень надеемся, что мы в ближайшее время встретимся с патриархом, и наверняка он будет говорить о тех проблемах, которые есть, и выйдет наверняка с призывом гагаузам. Я встречался один раз с патриархом, это было наверняка 8-9 лет назад. Это была такая маленькая встреча, буквально там пару минут, но я помню с этой встречи самое главное. И патриарх нам говорил, что вы, гагаузы, живете на рубежах православия, потому что дальше Гагаузии, дальше начинается бессарабская церковь. Берегите православие, от вас очень много зависит. Ну и вот наверняка он предвидел ведь вот эти вещи, что возможно. И вот сейчас как раз подошел тот момент, да, когда гагаузы должны держать экзамен. Мы должны держать экзамен. И четко, как говорится, ни в коем случае ни один наш житель, а я знаю настроение наших людей, что мы все поддерживаем русскую православную церковь. И мы четко, открыто об этом говорим. Мы не говорим, что кто-то решит без нас, а мы подумаем, послушаемся. Нет, мы четко вот на конференции приняли решение, значит, резолюцию мы отправили и в Москву,
значит, патриарху и митрополиту. Мы отправили, как говорится, и в наше руководство, и молдавское руководство, для того, чтобы мнение Гагаузии абсолютно все знали. Хорошо, а следующие шаги какие ваши? Вот вы отправили резолюцию, что вы ожидаете, что дальше? Это сигнал. Это сигнал для того, чтобы все знали, если кто-то пойдет по другому пути, что первым встретится среди сопротивления именно гагаузские православные. Да? Православные Гагаузии четко сказали, мы приняли решение, и мы, значит, русскую православную церковь полностью поддержим, чтобы других мнений даже не возникало. Если возникнет другое мнение, они уже должны учитывать, что, погодите, конференция Гагаузии проходила, и они вот такое решение приняли. Поэтому я думаю, что вот этот маленький сигнал, он даст, пускай маленький шажочек, но чуть-чуть поддержка Русской Православной Церкви, и патриарх тоже об этом должен знать, что вот видите, маленький народ, но высказался первым, для того, чтобы действительно мы это поддерживаем. Я вам скажу, что на православии, как говорится, сегодня объединяется народ. Мы, гагаузские православные, у нас никогда не было, мы два народа тюркские, которые приняли православие, это гагаузы и чуваши. И мы очень бережем это. Да. Я скажу, что иногда даже когда идем в церковь, мы гагаузы, да, в гагаузском языке где-то что молимся, но переходим потихонечку, даже сами замечаем, начинаем с гагаузского, переходим на русский язык, начинаем молиться. О чем это говорит? Да, это наше родное, поэтому другого пути нет. Хорошо, вот вы провели эту научную конференцию, но вы ездите очень много по селам, да? Что люди думают по этому поводу? Они говорят вам, волнения какие-то есть? Я вам скажу, что мы очень рады тому, что мы выразили мнение абсолютного большинства, даже скажу по-другому, всех. Да, мы выразили мнение всех живущих. Да, может быть единиц. Но об этом нужно было заявлять, об этом нужно говорить. Что иногда бывает, что вроде бы все поддерживают, но все молчат. А когда все молчат, создается впечатление, что тут есть разное мнение. Поэтому об этом нужно говорить. Всегда, любое, если идет какие-то волнения, каждый должен выражать свое мнение, что его мнение было услышано. Почему частенько на выборах говорят, если вы не выйдете, без вас решат. Но если вы говорите свое мнение, ваше мнение, один сказал, второй сказал, а третий посоветовавший посмотреть направо-налево, принимать решение, видя уже решение мнения двух, и третий принимает. А если все молчат, то иногда мнение бывает и не совсем правильно. А вот когда приедет патриарх Кирилл, да, как вы считаете, вот его также вот Гагаузия будут готовиться, встречать? Если сейчас на площадь, я видел, что в принципе это было организовано, и примария, и школы, вся образовательная система привозили людей. Да, наверняка получили квоту, заказывали автобусы. Ну, слава Богу, это нормально. То я думаю, что на встречу с патриархом не надо будет ни примаров, ни директоров, люди пешком придут, ни квоты, да, люди придут пешком. Я думаю, что места не хватит и в церкви, и возле церкви, ну, для того, чтобы люди услышали патриарха, потому что, конечно, это уже совсем другое. Это уже не политика, это уже душевное, да? Этим мы живем. И каждый человек, верующий в Бога, конечно, он мечтает встретиться с патриархом, ну, для того, чтобы услышать его голос. Николай Храмович, давайте немножко поговорим и о выборах. Да? Совсем скоро у нас выборы в феврале месяце. Вот, как вы считаете, в Гагаузии уже началась вот эта предвыборная подготовка? Ну, видите, предвыборная гонка уже началась, я думаю, что месяца еще 2 назад. И скажу, что мы, конечно, сделали все возможное, но наверняка мы не смогли сделать невозможное. Потому что мы доверились все-таки Игорю Николаевичу Додону, президенту Молдовы, который клятвенно нам обещал. Мы знаем, что полномочий у него не так много, он не может приводить инвестиции в Гагаузию, он не может тут что устроить, хотя мог бы вести переговоры более настойчиво за Гагаузию, которые его сделал президентом. То есть заявление да, но я скажу, он обещал квоту для Гагаузии. Здесь конкретно он мог нам помочь. Потому что, давайте вспомним, в тот момент, когда решалось изменить закон о выборах, партия демократическая тогда выдвинула, что все 101 депутатов будут выдвигаться независимо. Знаете, я лично эту идею поддержал. Почему? Не то, что было, что демократы предлагали. Это возможно? Я его поддержал, потому что если все были бы по одномандатной системе, Гагаузия получала 4
4 депутата в Гагаузии, которые, как говорится, выдвигались бы как независимые. Гагаузии имели бы свои 4 депутата. Конечно, для нас Почему это время. 4? Откуда такая цифра? По численности населения. Да, по численности 4% населения, да, у нас фактически считается 5, но мы же понимаем, что очень многие уехали. Но 4 депутата мы получали минимум. Но вышло другое предложение социалистов, что нет, давайте мы разделим 50 на 50. 50% пойдет по спискам партии, 50% пойдет по одномандатным округам. И посоветовавшись, парламент все-таки взял, в принципе, за основу предложения партии социалистов. И когда в парламенте шло голосование, Дадон еще тогда говорил, что нет, только Гагауза получит квоту 100%. Но когда мы увидели, что значит, СНГ получила своего депутата, Европа получила своего депутата, Америка получила своего депутата, Приднестровье получила. А где Гагаузия? Гагаузия в законе не было прописано. И мы квоту не получили. Потому что некоторые люди немножко не понимают, а будут у нас выборы, и 2 округа будет в Гагаузии. Это не квота. Квота это когда дают гагаузам, и гагаузы сами выдвигают своих кандидатов, но никто туда не вмешивается. Ни одна из партий туда не вмешивается. Нам квоту в Гагаузии не дали никакую. Нам, согласно законодательству, Гагаузия разбили по округам, как и всю Республику Молдову. И по численности населения, и здесь тоже знак вопроса, что у нас получалось там 2,5, 2,6, то есть мы могли получить и 3 депутата. Независимо. Да, 3, нет, ну это одномандатные округа, здесь нельзя говорить независимо. Что это такое одномандатные округа? Люди очень путают. Одномандатные округа, то, что получили и другие районы, это значит кандидатов по одномандатным округам могут идти независимые кандидаты, жители Гагаузии, но здесь могут предлагать партии. Партии могут предлагать своего представителя, который полностью поддерживает партия. И этот кандидат, который поддерживает партия, он может идти и по спискам дополнительно, и по спискам, и идти по одномандатным округам. Выиграл в одномандатном округе, остается депутатом по одномандатному. Проиграл, может идти по спискам. Вот здесь лазейка для партии. Партии сейчас постараются всеми правдами и неправдами выдвигать своих кандидатов по одномандатным округам, закидать Гагаузию деньгами. И эти 2 депутата, которые, казалось бы, изменение закона, и мы все-таки получим своих депутатов в Гагаузии, забрать их в свои фракции. Потому что после парламентских выборов, естественно, что значит, депутаты, которые пройдут по партийным спискам, туда объединятся все те, которых они будут предлагать по одномандатным округам. Они автоматически, партии, да? Они автоматически, кого поддерживает партия, они уйдут туда. Вот партия социалистов определила своих уже кандидатов и в Камрадском, и Чедернувско-Вулканешских районах. Ясно дело, что если их кандидаты выиграют, они уйдут социалисты. Можете озвучить кого? В Камрадском районе, Камрадский район входит 13 населенных пунктов, и еще 2 населенных пункта Чедернувского района, это Гайдары и Киритнуга. 15 населенных пунктов. Социалисты выдвинули Александра Суходольского. А в Чедернувском районе, Чедернувско-Вулканешском районе они выдвинули Федора Гагауза. То есть, мы видим, социалисты уже свой выбор сделали, и они будут, социалисты, предлагать и помогать, чтобы эти 2 депутата выиграли и в дальнейшем вошли в их фракцию. Что от этого Гагаузия получит? Ничего. Сейчас демократы, скорее всего, что в воскресенье они делают большой митинг. Они еще не определились. Да, но насколько я слышал, что в воскресенье они собираются тоже озвучить своих кандидатов. Скорее всего, что демократы тоже озвучат своих кандидатов. Но хочу сказать для телезрителей, что уже 4-5 месяцев я вышел из Демпартии, я никакого отношения к ним имею, и естественно, что они будут предлагать своих кандидатов. Пускай предлагают, мы ничего против не имеем. Значит, демократы тоже выставят своих кандидатов, ШОР выставит своих, наша партия своих, коммунисты своих, все партии выставят своих кандидатов по одномандатным округам. И казалось бы, да, мы обычно люди говорят, это независимо. Нет, эти люди, которые пойдут от партии. И все равно независимые, будут исполнять конечно, волю партии. Конечно. Но в своих в списках, по партийным спискам, будут ли там тоже гагаузии? Ну вот здесь тоже один из моментов, где эти люди могут идти и по спискам, идти по одномандатным. И здесь это тоже, например, для социалистов какая-то отдушина. А вот мы выставили, например, 5 человек. 2 идут по одномандат, они туда же их включают по спискам и считают, что это тоже кандидат. Нет, я считаю, что это неправильно. Они должны поставить по спискам других людей, по одномандатным другим, это больше гагаузов. Потому что мое мнение, в любом случае, мое мнение, конечно, должны выиграть выборы по одномандатным округам
чисто независимые люди, которые пойдут. Гагаузы. Неважно, как их фамилия. Но те, которые пойдут независимо, без поддержки каких-либо партий, конечно, мы должны их поддержать. Например, наши организации, Народно-патриотический союз, который объединил более 18 общественных организаций, ну, в ближайшее время, я думаю, что в ближайшие 10 дней мы соберемся и будем тоже принимать решения, потому что время подходит. Я лично считаю, что мы должны провести праймерис, потому что у нас в команде очень много есть очень грамотных людей, действительно людей, которые смогут для Гагаузии сделать очень большую, в принципе, много пользы. Но самое главное, что мы должны быть уверены в этих людях, что пройдя в парламент, неожиданно они не окажутся в каких-либо фракциях. Нет. Мы считаем, что должны выиграть независимые депутаты, которые не войдут ни одни из фракций, ни социалистам, ни демократам, ни на Исанду, ни на Стаса, никому из них, никому. 2 депутата независимых, которые должны иметь рупор в парламенте, это трибуну, который же защищает интересы Гагаузии. Тогда у нас получится. Вот я коснулся чуть раньше нашей передачи, что вот 23 числа, как говорится, мы проводили митинги, но видя, что в Гагаузии есть двойные решения, Центр все-таки решил, чтобы подать в суд по отмене фиксированного налога. Но мы еще за это поборемся. Для того, чтобы там услышали, мы проводим акции, да, мы проводим митинги, протесты и все остальное. Но для того, чтобы решать их правильно, мы должны быть в парламенте. Другой вопрос. А почему же не решают вопросы депутаты, которые сегодня есть? Я вам скажу, что парламент. Я вам скажу, чтобы все отлично знали, и, например, наши оппоненты, Башкан Гагаузии, пускай она скажет, сколько вопросов она решала в парламенте за 10 лет, будучи с партией коммунистов. Ничего, ни одного. Почему? Потому что партия есть своя дисциплина. Да. Все. Вот, например, я был один из тех депутатов, который позволял себе, значит, фракция принимает решение, а на сессии я, как говорится, шел против своей фракции и не голосовал. Закон о телевидении, чтобы брать российские аналитические программы. Я не голосую. Конечно, мне упрек. Как вы входите в нашу фракцию? Вы видите российские войска из Приднестровья? Я не голосую. Россия агрессор? Я не голосую. Почему я ушел с парламента? Это стало причиной вашего Это одна из главных причин. Потому что я не мог выразить свое мнение. Я выражаю свое мнение и тут же встречаю конкретно, что а как такое может быть? Вы пришли нашими голосами и делать, что хотите. Так не бывает. Поэтому сейчас очень важно, что раньше по-другому невозможно было. Как попасть в парламент? Только через партии. Вот сейчас есть отдушина, и мы должны это использовать. Если Гагаузия все-таки даст возможность, чтобы нас еще раз обманули, и мы понадеялись на какие-то партии, что они придут в власть и решать наши вопросы, я сегодня обращаюсь всем нашим жителям и говорю, что никто. Было время коммунистов, обещали, не сделали, демократы обещали, не сделали, социалисты обещали, не сделали. Мы приняли решение, что по партийным спискам, для того, чтобы не злить наших людей и иметь возможность в дальнейшем работать со всеми партиями. Мы же не знаем, кто выиграет. Мы сегодня даем возможность нашей команде, вот примем, как говорится, командное решение, что пускай наши люди голосуют за ту партию, которую считают нужным. При этом мы сохраняем нормальные отношения со всеми лидерами. Ведь у нас получается так, наше руководство, например, региона. Руководство региона поддерживает одной партии, возьмем 2006 год, поддержали партию Родину, она в парламент не попала. Как дальше работать с руководством? Дальше, следующие через 4 года поддерживают коммунистов, она теряет власть. Кто поможет Гагаузии? Последние выборы поддержали более 50% социалистов, а социалисты оказались в оппозиции. Кто нам будет помогать? Поэтому пришло время, чтобы Гагаузы немножко анализировали. И сейчас очень важно 2 депутатов по одномандатным округам не дать возможность, что партии у нас их забрали, что выиграли независимые. Не надо, еще раз говорю, не важно, как их фамилии. Будут наши сторонники, хорошо, будут не наши сторонники, но чтобы они были независимые, не входили в никакие партии. Тогда от этого Гагаузия выиграет. И хочу один момент сказать, потому что очень мало кто понимает. Потому что мы, когда говорим, изменился закон, вот, значит, пройдут выборы по одномандатным, выборы по партийным. Люди не понимают, что будет 2 бюллетеня. На выборах будет 2 бюллетеня. 1 бюллетень. Люди будут выбирать партию, вот все партии, социалисты, демократы, коммунисты, все остальное. Человек зашел, получил бюллетень, проголосовал за партию, которую посчитал нужным, все, бросил. 2 бюллетень, там будет по одномандатным округам. Партии, которые выдвигают своих кандидатов, там будут их эмблемы,
то есть их символика и фамилия этого человека. И И плюс независимые, которые пойдут со своей уже символикой. Потому что здесь я скажу, что некоторые, например, которые поддерживают социалистов, они захотят поддержать и представителя от партии социалистов, или те, которые пройдут за демократов, они попытаются поддержать. Да, не, ну конечно, один человек имеет два бюллетеня, и один человек голосует первый списком за партию, и второй по одномандатным округам. Но здесь очень важно, не важно, за какую партию вы проголосовали, если вы патриоты и жители Гагаузии, если вы хотите для Гагаузии, что мы могли решать вопросы, здесь четко должно быть голосовать за независимых кандидатов, которые не будут входить в фракции. Потому что получится так, как я говорил и про Ирину Федоровну, будучи 10 лет в парламенте, она не могла поддержать Гагаузию, потому что партия не велит. Это касалось и нашего созыва, потому что некоторые вопросы мы не могли потом в парламенте поднять. А фракция обсуждается, в парламенте не может поднять, потому что мы уже обсудили, а нас там 2-3 человека. А независимый депутат, если придет в парламент, ему больше уже никто не остановит. Есть трибуна, есть человек любой день выходит с трибуны, имеет право выступить, сказать и тому подобное. Поэтому сейчас вот мы вернемся, скажу, что в защиту наших интересов, потому что мы оставили время, чтобы в Кишиневе после наших митингов, для того, чтобы они созрели, потому что была назначена комиссия. Комиссия, я скажу сегодня, что не доработала, потому что мы видим, что, видя то, что творится в Гагаузии, у нас нет одного общего решения исполкома и, например, Народно-патриотического союза Девлеть. Не, я власть выбираю одну сторону, а Народно-патриотический союз Девлеть. Потому что мы четко выступили, чтобы ни в коем случае эти законы не отменять. Но мы не почувствовали, что мы имеем поддержки от исполкома. Я видел выступление Чебана, первого заместителя, который говорил, что, кассовый аппарат это хорошо, дополнительные средства бюджета и тому подобное. Я лично, у нас совсем абсолютно другое мнение. Мы не хотим больше дополнительных средств в бюджет. Пришло время не поднимать налоги, а наоборот их сбавлять. Бюджет уже стал у нас 800 миллионов, станет миллиард. Что мы все время грабим людей? Снимаем последнюю рубашку. Ведь мы же все кричим, что мы хотим открыть рабочие места. Поэтому налоги нужно снижать. Да, налоги нужно снижать, хватит уже собирать. Мы же видим, что неправильно выбираются приоритеты. Не ведется вообще экономия, тратятся огромные деньги никакую, а тут 4000 рабочих мест мы хотим поменять, потому что дополнительно соберут, если отменят эти законы, 1,5-2 миллиона. 4000 рабочих мест и 2 миллиона. Если все-таки правительство через суды отменит эти два закона, закон о патенте и о фиксированном налоге, это мы теряем 4000 рабочих мест. Да. Если мы их сохраняем, то мы теряем порядком 2 миллионов лей, которые могли бы собрать, если они перешли в кассовый аппарат. Потому что здесь большой знак вопроса, что может быть большая часть из них, которые платят сегодня налоги за патент, за фиксированный налог, они уедут вообще, они закроются, они не перейдут на кассовый аппарат. Потому что я думаю, что много кто продает сегодня мясо, что он с кассовым аппаратом будет под мышкой ходить и выбивать чек, или же он продает там цветы, он продает там брынзу и все остальное, это неудобство. Но вот сейчас за 2-3 миллиона лей мы хотим потерять 4000 мест. Вот на весы мы ставим. И тут же, Гагаузия в этом году принимала решение, более 12 миллионов. Поговаривали, что там 15-16, я скажу, пускай будет более 10 миллионов лей. 12. Да, более 10 миллионов лей, которые были выделены для ремонта старых складов гражданской обороны, для того, чтобы там открыть предприятие Фуджикура. Очень много было разговоров, инвестиций, рабочие места, все остальное. Обещано было. Обещано. Хотя, я скажу, 3,5 года назад Башкам пришла на этих лозунгах и поэтому, в принципе, выиграла, потому что она обещала открытие 2-3 тысяч рабочих мест за 3 года, открытие 11 российских предприятий. Российских инвесторов. Да, у нас, в принципе, здесь, я скажу, аграрный сектор, и все ждали, что предприятия будут открыты по переработке, это холодильники, развитие экономики, развитие отраслей, которые у нас есть традиционно, оставшиеся от родителей. Но получилось так, что ни одного предприятия российского у нас есть, ни одно рабочее место Башкам не смогла открыть с российскими инвесторами. Ну а потянули к нам, потому что это больше правительственный проект, чем Башкана, потому что это конкретно проект внедряет государство у нас, правительство. Да, внедряет, хорошо, любые рабочие места нам нужны. Но что мы увидели? Вот прошло полгода, и вот вчера как раз второй раз ко мне в офис пришла большая делегация, огромное количество людей, которых с Фуджикура выгнали. И люди пришли жаловаться, потому что они говорят, а кому обращаться? А по какой причине? Что произошло? Мы жители Гагаузии,
Нас выгнали, издеваются над нами, а жаловаться никому. Они пришли в исполком, один из заместителей говорит, а вы меня найдите в Фейсбуке и напишите мне в Фейсбуке. Чиновник исполкома Гагаузии говорит, в Фейсбуке напиши. Какой Фейсбук? Ты чиновник, ты работаешь здесь, в Гагаузии. Хотя большая часть не находится в Кишиневе, поэтому наверняка говорят, что ищите нас через Фейсбук, потому что их здесь никогда не бывает. Но люди пришли, вот я раскрою только несколько проблем. Ну, в первую очередь, что интересно, что очень много молодых женщин, которые прямо плачут. Говорят, ну, такой ритм работы выдержать практически невозможно. Лето жарко, ну, фактически кондиционеры не могут осилить то количество, большое количество людей находится в помещении, душно, жарко, пить хотим. Но нормы, которые поставлены, вода находится 10 метров от нас, но не идешь кружку воды брать, потому что не успеваешь свою норму. А не выполнил норму, деньги не получаешь. И говорится, даже обезваживают организм. А тут же и ходят надзиратели, которые проверяют. Смотрящие, но это я скажу, что это дикость в 21 веке. Такое, что мы открыли, это рабочие места или какой-то лагерь. И человек плохо, человек упал, плохо ему, вызывает скорую помощь, потому что нету своей медицины. Я говорю со слов тех, которые работают. Вот то, что они нам вчера говорили, я говорю конкретно то, что они нам сказали. И они это готовы подтвердить и на телевидении, они все готовы подать и в суд. Поэтому я смело опираюсь на их высказывания, вот могу сегодня и вам говорить. Потому что у них врачей нету. Они только скорую помощь вызывают, и скорая помощь может им оказать помощь. Нет места для кабинета медицинского. Да, и вчера, я не знаю, кабинета есть, нет, но врачей нету. И вчера вот на встрече был председатель Народного собрания, был и депутат от Камрата Виталий Драгой, руководитель скорой помощи, что он много вопросов задавал. А почему так часто вызывается скорая помощь? И вот работники говорят, а потому что у нас нет врачей, оказывают помощь только скорая помощь. Но что интересно, что были моменты, где скорая помощь приходит, оказывает помощь, но человека плохо. И хочет госпитализировать, забрать. Человек ни в коем случае, потому что если я уйду, у меня 1200 лей срежут. Человек болеет, у него срежут 1200 лей. Как это может быть такое? Профсоюза нету. Один из следующих моментов, который хочу тоже поднять и сказать, что здесь я считаю, что наше руководство гагаузское, Народное собрание, исполком Гагаузии немедленно должно составить комиссию, среагировать. Это частное предприятие, но оно находится у нас на территории, и там работают наши люди, и мы своих людей должны защищать. Потому что четко вопрос ставится, что профсоюза нет. Вот они начали работать, и как люди говорят, 50 кабелей, которые они собирали, это была для них норма. Норма порядком, ну, я точно не скажу, 3000, например, 600 лей, да? Вот норма. Перевыполнение нормы, есть дополнительные средства, которые они начисляют дальше. Если сначала было 50 кабелей норма, потом стало 80, и сейчас 120. Тут уже видят, более 200, на первоначально, если взять, это более 200%. То есть, когда увидели, что люди начали перевыполнять, они подняли свои нормы. То есть, если в первые дни они работали и выполняли эту норму, то, что сейчас делают там 120 кабелей с их слов, они получали бы 220%. А они получают снова только 100% своего нормы остальное. Конечно, они говорят, мы никогда больше не получим, потому что чем мы лучше работаем, они норму поднимают выше, выше, выше. Мы упадем, но эти нормы выполнять не будем, поэтому зарплата не будет увеличиваться. Эти люди, которые, я вам скажу, что ищут работу. Это, потому что они мне сказали... Остались безработными? Да, сколько примерно? Сейчас я вам скажу, что вот некоторые были слезы на глазах, когда поднялся вопрос, и они начали провели там акцию, митинга, и обратились к руководству. Я как раз хотела об этом поговорить, обратились к руководству, и я скажу, что вот они уже слезы на глазах было у женщины, они вместо того, чтобы нас выслушать, понять, они говорят, вы лентяи, вы лентяи, вы не хотите работать, вот такие. Говорят, я не хочу работать, говорят, да я падаю на этой работе. Как я не хочу работать? Просто, ну, есть какие-то нормы. Все работают есть... стоя. Да. Очень сложно. Конечно, мы не должны отказываться от инвестиций, от рабочих мест. Они очень многие говорят, что, в принципе, работают по 5-6 месяцев, у них уже со здоровьем что-то не так. Но мы это огульно не можем говорить, потому что должна быть экспертиза, если, например, это производство вредно для здоровья, ну, должно быть, как говорится, люди должны знать и должны увеличиваться и зарплаты за это. Но про это никто сегодня не может говорить, потому что никто точно не знает. Но вопросы есть, над которыми нужно работать.
Поэтому я эту тему не буду открывать. Но я одно могу сказать, что я сегодня обращаюсь к руководству Гагаузии, и Башкану, и председателю Народного собрания. Хотя председатель Народного собрания вчера сказал, что на следующей сессии они будут рассматривать вопрос. Куда же они выделили 12 миллионов лей, если там такое дело? Эти люди все хотят вернуться на работу, у них других работы нету. При этом они жалуются на вот такое нечеловеческое отношение. Условия очень плохие. Но при этом они хотят работать, потому что другой работы нету. Поэтому естественно, что мы должны, если у нас появился первый инвестор, и если мы дадим возможность, чтобы там издевались над нашими людьми, появится второй, третий, десятый, и пойдет по цепочке точно такое же отношение. Поэтому я считаю, что мы, руководство Гагаузии, да мы все жители Гагаузии, живя в этом регионе, мы ищем инвесторов, мы приглашаем их, но если они приходят, они должны знать, что приехали на нашу территорию, ну давайте так, иметь какие-то параметры, договоренности, договора, которые составляются, большая часть, как ребята говорят, мы даже их не можем перевести, потому что они на молдавском языке, потому что у них фактически руководство, большая часть из руководства, как они говорят, румыны, их не менеджеры. Может, со временем поменяет, не знаю что. Поэтому мы должны всем инвесторам говорить, что если мы готовы вас приглашать, то мы должны в первую очередь руководствоваться тем, что мы должны знать, какая зарплата. Мы не должны приглашать инвестора для того, чтобы только он зарабатывал. А мы должны приглашать инвестора для того, чтобы люди тоже зарабатывали. Не просто от работы падать там. 2 года поработает, а потом 10 лет будет лечиться. Не, мы должны защитить наших людей. Для этого есть руководство у нас в регионе. Мы должны обязательно обезопасить и действительно смотреть, какой работой занимается, чтобы она была не вредна для организма человека. Третье, 21 век. Конечно, здесь медицина, условия должна быть, что люди должны иметь, конечно, свой профсоюз, который будет их защищать. Возникающие вопросы, что профсоюз, который могут вести руководством переговоры. Поэтому я сегодня не говорю, что Фуджикура это плохо. Я говорю, что те условия, которые там есть, они неприемлемы. Те отношения, которые к людям есть, они неприемлемы. Еще не поздно для того, чтобы сесть и начать работать. Ну а люди, я скажу, что там сотни людей повыгоняли в последнее время. Естественно, что они обратились в прокуратуру, я разговаривал с прокурором, прокурор сказал, что в принципе они отправили трудовую инспекцию, потому что, как говорится, это их прерогатива, они должны работать. Трудовая инспекция сейчас работает над этими вопросами. Но большая часть уже готова подать в суд, что их незаконно уволили. Вот что касается у нас и этого вопроса. Николай Иванович, вот создавалась у нас организация «Народный контроль», да? Вот они как-то имеют право Лиза, скажу, что вчера, влезать в эти отношения вчера и на этой встрече как раз участвовали руководство Народного контроля. Они только зарегистрировали свою организацию. То есть они еще на стадии регистрации. Да, но я скажу, что вчера руководители, заместителем Иван Алексеевич Терзи и Андрей Андреевич Михайлов участвовали в нашем разговоре, и после этого, в принципе, мы после разговора ушли, но они всех ребят пригласили, и они с ними работали. Потому что я так понял, что именно они сегодня, Народный контроль, возьмет на себя какую-то поддержку, что ли, подставить плечо для того, чтобы полностью изучить эти вопросы, обратиться к руководству Фуджикура, обратиться к руководству Гагаузии, и дополнительно помочь ребятам составить, подготовить все документы для подачи в судов, потому что здесь тоже должны быть юристы, адвокаты, эти вещи, есть которые процедура. должны быть. То есть Народный контроль начал выполнять те функции, которые было и обещано, что те проблемы, которые есть у людей, люди должны обращаться к руководству Народного контроля, а они будут защищать их. Поэтому я считаю, что это очень здорово, что эта организация была образована, и вот начало как раз я вижу, что они уже начинают помогать людям. Николай Иванович, вопросов, конечно, очень много. Просто время уже ограничено нашей передачи. Вот я хочу предоставить вам слово, чтобы вы могли с нашей студии обратиться все-таки людям и по поводу приезда Эрдогана, и по всем вопросам. Ваше мнение. Спасибо, Лиза. Значит, я хочу обратиться к нашим жителям, в первую очередь поблагодарить каждого нашего жителя, потому что вот в последнее время все мероприятия, которые у нас проводятся, конечно, это нужно поддержать каждого человека. И самое главное, что каждый человек анализировал и в себе в душе делал свое личное разъяснение, выражал свое мнение, делал анализ, действительно, где правда, а где неправда. Потому что все до того запуталось в целом стране, что действительно маленькая Гагаузия очень тяжело разобраться.
Я хотел бы очень сегодня пожелать, и думаю, что нас услышат очень многие, что все время, если принимается какое-то решение, есть две стороны. Обсудите, значит, возьмите, изучите одно мнение, изучите второе мнение для того, чтобы принимать свое решение. Приезд турецкого президента для Гагаузии – это сверхважный момент, это следующий шаг, это и экономическом направлении, и социальном направлении, это и политический, который сегодня даст возможность руководству региона обращаться в правительство, где все помнят и знают. Да, приезжал президент Турции, который с трибуны сказал, что мостик дружбы между Молдовой и Турцией является Гагаузия. Этот мостик, который может в любой момент рухнуть, если отношение или мнение Гагаузии будет плохое. Это дает возможность для того, чтобы решать свои вопросы. Очень важно, чтобы на нашей территории мы приглашали инвесторов, и мы встречали, помогали, но инвесторы то же самое, прежде чем работать, изучив менталитет Гагаузии, действительно давали те условия, которые возможны с этим условием, чтобы люди здесь работали, они бросали и снова не уезжали за границу. И последнее, значит, объединяя все, конечно, приближаются и у нас и выборы. Приближаются парламентские выборы, и я обращаюсь сегодня к всем жителям, через неделю мы примем решение Народно-патриотический союз Девлет. Мы будем отбирать тоже наших кандидатов, которые мы будем выдвигать в парламент, независимо, без поддержки какой-либо партии. Но для того, чтобы не ошибиться, мы проведем праймерис. Проведем праймерис в офисе Новой Гагаузии, где будет и урна, где будет возможность каждому, любому человеку прийти, и, как говорится, в свободной форме, с паспортом, фамилией, имя, отчество, написать на листочке, кого бы он бы хотел бы видеть действительно гагаузским депутатом. Ну и будет принято решение, в какой день эта урна будет скрываться, в присутствии, как говорится, наших же жителей, для того, чтобы мы посчитали, посмотрели и действительно выбрали того человека, который действительно народ хочет. Не партия хочет, не какой-то лидер хочет, а народ хочет. Я думаю, что праймерис действительно откроет глаза многим жителям Гагаузии. Если мы всенародно, как говорится, будем предлагать кандидата, конечно, эти кандидаты выиграют эти выборы, и в дальнейшем их обязанность будет, что став народным депутатом парламента, защищать этот народ, который, как говорится, их выбрал. Ну что ж, Николай Харламович, я благодарю вас за интересную дискуссию, что вы находите время и приходите к нам в студию и объясняете людям, особенно то, что касается выборов, потому что сейчас очень сложные будут выборы, и людям сложно будет как бы разбираться по этим одномандатным системам. А зрителям хочу сказать, что не только президента Турции мы должны благодарить и Башкана Гагаузии за строительство больницы, дома, творчества, детского садика и многого другого, что делается нам в поддержку турецкой стороной, но и весь турецкий народ, так как все эти объекты построены за счет налогоплательщиков Турции и переданы всему гагаузскому народу. Передачу провела Елизавета Ротарь. До встречи в эфире.